Повысить качество жизни в регионе призваны социальные инвестпроекты. Появилась перспектива завершения санатория в Серегово. Инвестор заинтересовался, сейчас готовит пакет документов. В лесозаводе Сыктывкара подобран земельный участок под школу дзюдо по программе, которую Минспорта России реализует с пулом инвесторов. Проектирование планируется в 2024 году, далее строительство. Есть договоренность о создании в Коми многофункционального медицинского центра. Это диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, лор-отделение, гемодиализ, реабилитация участников СВО. Какая сейчас стадия проекта? Значит, у нас подобран земельный участок. Земельный участок направлен, это город Сыктывкар, земельный участок направлен инвестору на анализ. Значит, инвестор запросил у нас поток пациентов, предполагаемый, на диагностику онкологии, на диагностику неврологии. Значит, запросил статистические материалы по данным показателям. И на основе этих показателей сейчас он считает финансовую модель. Далее эта финансовая модель будет согласована внутри правительства. Если эта финансовая модель нас устраивает, то будет подписано концессионное соглашение через частную концессионную инициативу, и проект будет реализован на принципах концессии. Событийный туризм, гастрономический, экологический, рыбалка, охота. Чтобы развивать туристический бизнес в Коми, нужна инфраструктура. В регионе, не только в Сыктывкаре, но и в районах могут появиться даже брендовые гостиницы. Переговоры о строительстве идут. Намечены и новые точки притяжения. В селе Иб это может быть глэмпинг, а в столице Коми – аквапарк. Были проведены переговоры с инвестором, который построил в Кирове. Это аквапарк «Море». Вот. Предоставлены земельные участки в городе Сыктывкаре на Октябрьском проспекте, хорошие локации, где жители могли бы добираться, кто не имеет личного автотранспорта, мог бы добираться туда пешком, потому что если делать где-то за городом, это будет немножко сложная логистика. Вот. И на сегодняшний день было озвучено, что есть интерес, но здесь тоже в сфере туризма нет такого четкого оффера, что мы заходим. Завод по сжижению природного газа появится в Сосногорске, второй в Сыктывкаре или Приузье. Плюс к ним криозаправки и станции переоборудования на газ транспорта. Подписано соглашение о строительстве грузового контейнерного терминала в Микуне. Это 900 миллионов вложений до сотни рабочих мест. Это будет один из якорных логистических проектов в Усть-Вымском районе и в республике. Уже на стадии проектирования дата-центр в Печоре. Такие центры обработки данных уже работают в Иркутской области и Бурятии. По сути, это большая серверная, где крупные компании могут хранить терабайты информации. Это еще более 10 миллиардов инвестиций и сотня рабочих мест. Холодный климат и дешевая электроэнергия от Печорской ГРЭС – это идеальные условия для создания дата-центра. Данный проект как раз-таки направлен на то, чтобы молодежь у нас оставалась в республике. Поэтому считаю проект важным, перспективным и надеемся на то, что к концу 2024-го, начало 2025 года дата-центр заработает и создаст высокотехнологичные рабочие места. А мы, в свою очередь, с инвестором будем продолжать диалог о создании IT-кластера. Самый масштабный долгоиграющий проект, крупный по количеству рабочих мест и капиталовложений – строительство горно-металлургического комплекса по добыче и переработке титановых руд и кварцевых песков. Пижемское месторождение в Усть-Цилимском районе – одно из крупнейших в мире по залежам титана. Подготовительная работа началась в 2006 году. Сейчас проект выходит на инвестиционную стадию. Инвестор «Руститан», который традиционно начал и сейчас проделал огромную работу по данному месторождению, но и понадобится заемное финансирование. Примерно мы предполагаем, что 15% будет собственных средств и 85% будет заемных средств. В первую очередь порядка 55 миллиардов, а вторая очередь более 100 миллиардов рублей. Проект даст более 5000 рабочих мест. Преференциальный режим, обнуление налогов, оперативное предоставление земельных участков, помощь с рынками сбыта. Правительство всесторонне поддерживает инвесторов. Важное условие – регистрация предприятия и уплата налогов именно в Коми. Я в республике работаю с июня. Сейчас создан пул инвесторов на объем инвестиций, наверное, порядка 100 миллиардов рублей. Это вместе с Пижемским месторождением. Понятно, что проектирование и стройка это займет около 2 лет на реализацию проектов. Но 2 инвестиционных проекта у нас уже проектируются. По остальным инвестиционным проектам уже найдены земельные участки. По опыту других регионов наша республика может полностью стать территорией опережающего развития. Это экономический режим, при котором инвестор сможет подать заявку и получить льготы в любой точке Коми. Это возможность построить инфраструктуру за счет бюджета, экономия инвестора на налогах. А для региона это долгосрочные перспективы развития. Ольга Коняева, телеканал Юрган.